Сам акт вот этот подписанный, вот эти 24 старшины, которые подписывали старейшины. Гарри, Чапанов, Сурхови Мирзаханов, Таштурука Гагиев и еще 21 имя ингушских старшин ангушского общества, подписавших присягу, которая сыграла огромную роль в судьбе нашей маленькой республики. По словам Бекхана Ужахова, история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 250 лет назад, она складывалась веками. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт о подданстве ингушей был подписан в ее правлении. Это длительный период постепенного сближения, и только во второй половине 18 века, точнее 12 июля 1770 года, был подписан документ о вхождении Ингушетии в состав российского государства. Ингуши первыми из северокавказских народов добровольно соединились с огромной державой – Россией. Они попросили коменданта Немича прислать к ним полномочного человека, у которого есть полномочия принять подданство. Там 24 человека приехало во главе с старшинами. Немич об этом сообщил в правительствующий синод. Они дали добро на это, и 4, 5, 6 марта в местечке Бартабос, то, что недалеко от селения Ангушт, фактически тогда мини-столица ингушей была Ангушт, там состоялся большой сход ингушей, на котором они официально подписали этот акт. Добровольное вхождение в состав России для Ингушетии означало существенные изменения. Так, в положительную сторону изменился не только быт, но и хозяйственный уклад народа. Много полезного для ингушей было. Они спокойно расселялись на равнинных землях, экономические, торговые связи расширялись, более-менее развитие шло. История хранит примеры достойного участия наших земляков в исторической судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. После договора ингуши фактически постоянно и соблюдали этот договор, насколько могли соблюдать. Во всех войнах после этого, которые крупные войны были России, ингушская сторона участвовала, получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. Прошло ровно 2,5 века, как наша республика вошла в состав России. На протяжении всего этого времени ингушский народ не раз доказывал, что дорожит этим союзом. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.